Абхазские и российские археологи продолжат раскопки в селе Меркула Очимчирского района и этим летом. Напомним, что исследования этого городища проводятся уже с 2013 года. О планах на этот год, а также о том, какой научный результат принесли прежние экспедиции, расскажет сотрудник отдела классической археологии Института археологии Российской академии наук, кандидат исторических наук Галина Требелева. Ну и так, что касается, не знаю, будущая уже экспедиция в Меркулу, на Меркульское городище, будет ли это продолжено в этом году и какие планы у археологов? Значит, планы продолжать исследования Меркульского городища, естественно, у нас есть. Экспедиция на этот год планируется. Точные сроки начала работ пока сказать не могу. Где-то, скорее всего, это вторая половина июля и первая половина августа. Может быть, чуть-чуть сдвинется ближе к августу. Значит, в этом году мы планируем продолжить работу на тех же участках, на которых велись работы в прошлом году. Мы сейчас выходим на слои эллинистического времени. Это очень богатый материал. Это сейчас пока у нас 3 век до нашей эры, датированный по клеймам синопской черепицы, на достаточно узкие датировки есть, очень много античного материала. Это дает нам большие перспективы в будущем соотнести вот эти вот античные, хорошо датируемые материалы по хронологии с местными абхазскими материалами и разработать в будущем хорошую, так сказать, типологическую классификацию абхазских материалов. Потому что пока на сегодняшний день мы чаще всего опираемся на датировки именно импортных изделий. Материал абхазский, классификации есть, но достаточно широкими хронологическими рамками. А сейчас, получив материал более узкий, не в данный момент, а именно в перспективе для будущих исследователей, мы накапливаем возможность потом разработать в будущем именно хорошую хронологическую классификацию местных материалов. То есть нужно понимать, что античные материалы исследуются с XIX века и даже ранее. Поэтому, конечно, есть там письменные источники в большом количестве, они и хорошо разработаны. Все, что касается местных материалов, не только абхазских, но и, допустим, российских внутренних наших регионов, мы всегда сталкиваемся с этой проблемой. У нас нет хорошо разработанных археологии местных материалов, потому что нет письменных источников, исследования, скажем так, более молодые, меньше накопленный опыт. Поэтому вот именно сейчас соотношение местной керамики с античной нам дает эту возможность хорошо все это проработать для будущего. Сейчас сразу это, конечно, не сделать, это огромный пласт работы. Я думаю, что еще не один исследователь в это будет у нас, скажем так, задействован когда-то. Была прошлогодняя экспедиция, были экспедиции ранее, там в Меркулах это городище исследуют уже больше 10 лет, насколько я помню. Что стало итогом, скажем так, вот всей этой работы, ну и в частности, вот прошлый год, да, вы говорили, что будете обобщать полученные материалы и так далее, и так далее. Вот что было интересного по вашим выводам вот за этот период прошлогодний? Самое интересное, самое важное, что мы нашли, во-первых, мы нашли, что существует данный памятник, которого до этого просто население не знало, и наука его не знала. Во-вторых, мы можем уже сейчас констатировать, что этот памятник был неким сакральным местом, очень важным местом на протяжении многих-многих веков, я бы сказала, если даже не тысячелетий. Потому что обнаруженный нами в 23 году менгир, это пока единственный менгир, подтвержденный на территории Абхазии. Значит, есть менгир, известный в районе Большого Сочева, на территории Абхазии пока единственный менгир нами обнаруженный. Мы видим на нем закладные дары, которые относятся к эпохе раннежелезного века, то есть железоделательные шлаки. Это свидетельство о том, что к этому месту, к этому памятнику приходили люди вот уже очень долгое время, воспринимая его как неким вот сакральным святым местом. Насколько я знаю, по-абхазски это звучит как ныха. Вот. Почему я это говорю? Потому что менгир – это памятники мегалитической культуры, которые относятся к концу неолита и раннему бронзовому веку. Обычно менгиры даже предшествуют дольменной культуре. То есть дольменная культура относится 4-3 тысячелетие, дольмены, они, как правило, ей предшествуют. И вот мы видим, что в раннем Железном веке население сюда продолжает приходить, приносить дары. Естественно, уже переосмысляя на новом этапе своего развития все эти важные компоненты. Далее мы видим обнаруженный наверху, прямо над менгиром, большой-большой склеп. Склеп очень с богатыми вещами, к сожалению, разрушенный большей частью грабителями, но мы получили очень много информации, и она еще обрабатывается и будет дальше обрабатываться. И мы видим в этом склепе дары в виде железоделательных шлаков.
То есть вот культ посвящения, соответственно, вот кузнецу, богу-кузнецу, я думаю, что он связан не только с греческим богом Гефестом, но, возможно, и с абхазским богом, если мне память не изменяет, если я не ошибаюсь, пусть меня абхазские мои коллеги поправят, кажется, Шашва называется, вот у вас абхазский бог такой. Я думаю, что здесь мы видим синкретизм даже культуры античной и греческой, потому что сама форма склепа, которую мы здесь обнаружили, она характерна для эллинистического мира. Потому что в Абхазии в это время мы склепов уже не наблюдаем. То есть вот если мы могли бы рассмотреть как некие дольмены, как некие склепы. Почему? Потому что это помещение, куда регулярно вносят захоронения. Но дольменная культура сходит на нет, и в позднем бронзовом веке мы не наблюдаем никаких в колхидской культуре склеповых захоронений. А здесь мы встречаем именно склеп, причем он датируется именно эллинистическим временем, тем периодом, когда культура захоронения в склепах распространяется по всему эллинистическому миру. То есть поэтому данную форму местное население, естественно, заимствовало из культурного обмена с абхазским населением. Я хочу просто такую ремарку сделать. Сколько пищи для размышления, скажем так, для анализа научного дают вот эти вот экспедиции. Просто удивительно, конечно. Тем более, когда хранишь много еще других фактов, да, и знаешь о них, и как-то это все друг с другом сопоставлять и в такую цепочку, да, историческую все это протягивать, чтобы было понятно, это, конечно, очень интересная история. Вот, и поэтому мы видим здесь этот синкретизм с эллинистическим миром. Естественно, ближайший город Гюэнос, хотя там тоже у нас много вопросов, так как все-таки хронология Гюэноса нам показывает, что вроде как в IV веке он прекращает свое существование, но нужно сказать, что Гюэнос тоже до конца не исследовано. Исследовано очень мало и слабо, и, может быть, дальнейшее раскрытие его раскопок дадут нам больше информации. Возможно, здесь он существовал и в III и II веке, просто немножко сместившись с того места, где непосредственно проводились до этого раскопки. Поэтому пока ничего утверждать мы не можем. Но в любом случае мы видим, что тесная связь идет культур, как местной абхазской, так и культуры, соответственно, эллинистической. И самое главное, именно он очень богатый, дары богатые. Почему? Потому что это святое место, сюда почему-то продолжают приносили, захоронили. Но не только в этот момент, потому что вокруг этого склепа мы встречаем погребения уже римского времени. Они менее богатые, соответственно, потому что в этот период, возможно, просто меньше имелось, так сказать, в принципе, достатка. Сложный период такой был после войн, скажем так, митридаторских. Но они здесь присутствуют, и почему-то люди несут именно сюда, людей захоранивают. И захоранивают, значит, помнят о том, что это место святое. Позже, в более поздний период, на городище возводится, мы знаем, христианский храм, один из самых ранних храмов на территории Восточной Абхазии, датируемый как минимум второй половины IV века, или рубежом IV-V веков. Соответственно, и, скорее всего, он возводится не просто так, а потому что люди помнят, что здесь некое святое место. И самое главное, память об этом святом месте у нас продолжается до XVIII века нашей эры. Потому что уже на развалинах христианского храма мы обнаружили погребение по мусульманскому обряду, то есть тот период, когда здесь была Османская империя, на территории Абхазии часть населения приняла мусульманство, они продолжали приносить людей погребать именно на это святое место. Помню, что здесь святое место, потому что они мусульмане, а был христианский храм. А до этого были языческие святилища. Но для них оно сохраняется именно как ныха, как святое место. И они продолжают здесь погребать. То есть эта память, передающаяся из веков, она здесь сохранялась. На самом деле встает большой вопрос такой культурный, а почему она исчезла, почему памятник-то про него забыли. Здесь это тоже на самом деле исторический показатель. Значит, в какой-то момент на данной территории произошла смена населения. Прервалась традиция передачи информации. Мы можем сейчас гадать, предполагать, в какой момент могла произойти смена населения здесь. Учитывая, что до 18 века народ помнил, а в конце 20-го, собственно, во второй половине 20 века уже народ не помнил. То есть, поэтому можно ставить разные мысли. Я не исключаю, как одна из гипотез, что это может быть связано с Кавказской войной, с махаджирством, еще с какими-то событиями. Просто догадываюсь. Просто говорю, гипотезы, мысли такие, потому что занимаюсь этим исследованием. Но зафиксировать факт того, что смена населения на данной территории произошла, мы уже можем. То есть вот так наши раскопки на самом деле дают очень много информации именно в срезе всей истории Абхазии. Соответственно, и показывают, где есть преемственность и где у нас она разрушается. А какие-то научные работы уже по итогам вышли? Вы говорили, что все это станет предметом исследования, публикаций и выступления на конференциях научных и так далее.
Мы регулярно делаем публикации по прошедшим сезонам, потому что мы нашли, то есть если задать в интернете, вот на Елабуге посмотреть, у нас очень много публикаций по Маркульскому городищу, именно по разным сюжетам конкретных вот исследований. Мы регулярно делаем доклады на конференциях, в принципе, на страничках наших соцсетей и в ВК, и в Телеграме наша группа, мы об этом всегда пишем. Меньше пишем мы в Фейсбуке, потому что в России мне сложно к Фейсбуку подключаться, как вы понимаете. Он у нас здесь запрещен, а только когда приезжаешь на территорию Абхазии, если успеваю в ходе всех работ залезть на страничку, я там обновлю. Если нет, то уж Фейсбук сейчас у меня, к сожалению, ведется хуже. А ВК и Телеграм мы активно всегда пополняем. Вся информация, где мы как что представляем, там у нас публикуется. Монографий пока нет, потому что для монографий нам необходимо на самом деле еще хорошо обобщить весь материал. А какой отклик есть понять. у научного сообщества, российского, может быть, мирового, вот на вот такие публикации в ваших, в соцсетях, например, или же там отдельно? Скажем так, в соцсетях, наверное, активного у нас такого вот нет обсуждения, у нас не так много людей на них подписано, а в научном плане ссылаются, обсуждаем, естественно, дискутируем, то есть идет активное включение. То есть то, что Маркульское городище очень важный памятник, в общем-то, признали уже все, то есть он уже введен в мировой оборот, потому что у нас есть и зарубежные публикации, в том числе в иностранных журналах, поэтому он в мировой оборот уже как научный памятник введен. В этот раз что-то поменяется, не знаю, в ходе экспедиции? Участники, может быть, какое-то место какое-то отдельное, или же все так же и все там же? Нет, мы все так же, скорее всего, тем же составом, соответственно. В общем-то, работают, скажем так, члены моей семьи, работают мои ближайшие коллеги, работают наши представители Абхазского гуманитарного института имени Гуля, соответственно, абхазские коллеги, и работают школьники из села Маркула. Скажите, а вот когда экспедиция заканчивается, ученые абхазские, российские поддерживают какую-то связь, общение идет, вот когда идет уже, скажем так, исследование, обработка полученных данных? Конечно, естественно, мы регулярно обмениваемся информацией, обмениваемся своим мнением. Все наши публикации – это наше, совместное осознание, понимание того, что мы проходим. То есть это работа совместная не только формально, но фактически совместная. То есть все, что мы находим, мы всегда обсудим, обговорим, и потом, соответственно, мы это публикуем. Многие публикации у нас идут именно совместные. Как вы думаете, какие еще, не знаю, загадки скрыты, скажем так, в Маркульском городище? И мы еще, по-моему, говорили, что собирались исследовать и другие места, тоже, по-моему, в Чимчирском районе. Скажем так, я думаю, что нашей фантазии не хватит для того, чтобы предугадать всех тех загадок, которые мы там найдем. Вот я поэтому даже не пытаюсь здесь представлять. Я знаю, что обязательно что-то новое найдем того, чего мы не ожидаем, и которое, возможно, развернет наше представление, может быть, даже чуть не в противоположную сторону, соответственно. Работы другие по Чимчирскому району мы проводили только фиксации памятников, потому что копать где-то, на самом деле, во-первых, просто у нас нет временных возможностей, физических, материальных. Нам нужно доследовать свой памятник как таковой. Если только новые экспедиции будут, тогда они, другими сотрудниками, тогда они могут вестись. В данном случае я знаю, что точно будут вестись раскопки в городе Гюэнос. Мы очень тесно сотрудничаем с этой экспедицией. Понимаю, что наши памятники близки, территориально близки, соответственно. Естественно, наше население и их памятник, и наше контактировало в древности. Поэтому мы тесно сотрудничаем, общаемся всегда, обмениваемся информацией. У нас даже есть сейчас совместные публикации с сотрудниками. С Аркадием Ивановичем Джоповой статья вышла у нас совместная, потому что мы исследовали, сравнивали плинфы из Маркульского городища и из Гюэноса, соответственно. Интересно, и в дальнейшем какие там выводы были? Продолжать эти же работы в этом плане. Какие выводы? В том, что у каждого памятника были свои мастерские по созданию плинф. То есть для строительства сооружений на Маркульском городище были свои мастерские, для строительства сооружений в Гюэносе были свои. Мы видим по анализу технологии, по анализу микросостава, хоть эти плинфы и глины произведены в одном геологическом районе, но есть некие особенности традиции именно разных бригад. Интересно, общались ли они? Одномоментно как-то? Или это были... Какие-то моменты, я думаю, конечно, есть. Были общения, потому что мы прослеживали анализ этих плинф на протяжении длительного времени. Мы видим, как традиции одни переходят в традиции другие, но в любом случае мы фиксируем, что были именно свои, потому что
есть свои особенности, которые показывают, что все-таки это не идентично, это не в одном месте произведено. Скажите, есть такое явление, да, негативное, как черные копатели. Вы, когда уезжаете, как-то консервируете вот это место раскопок или потом вам придется прийти? На самом деле мы сейчас очень серьезно задумались, и мы, в принципе, не то, что задумались, мы планируем проведение, поставить под видеонаблюдение территорию. Тем более после, насколько я знаю, обсуждалось введение чуть ли не уголовного законодательства на наказание для чернокопателей. Это будет, я думаю, очень актуально, потому что если они будут зафиксированы на видеокамеру, соответственно, уже будет реально доказать, что люди этим занимаются. Потому что иначе мы просто не представляем, как это защищать. Вот эта консервация, она как происходит? Вы просто как-то прикрываете или что? Там же невозможно, консервировать, наверное, да? мы не консервируем. Да. Они ведь копают культурный слой нетронут. Они ходят с металлоискателями по нераскопанным нами участкам. И вот если вы подниметесь на наше плато, вы увидите много закопушек ям, которые они ходят, вызванивают и начинают там копать, нарушая нам стратиграфию. Вот понимаете, в чем ужас, что я, раскопав этот склеп, то есть, собственно говоря, доследовав этот склеп, я получаю огромное количество материала, но я не вижу, как он лежал. Ведь сколько бы информации я получила от того, что если бы увидела, в каком месте лежало, в каком оно, так сказать, как оно лежало, соответственно. То есть сам скелет, был ли он в анатомическом порядке, или он уже был обрядом вторичного погребения разрушенный, и, соответственно, они его положили именно так. Потому что я выловила эти человеческие кости, да. Их антропологи мне исследуют. Они дадут мне информацию, допустим, чем человек питался, определят пол, возраст, определят, местный ли он по происхождению или пришлый. Возможно, еще какие-то там, возможно, информацию получу о заболеваниях, еще что-либо. Ну, допустим, сам обряд, он дает огромную информацию о вероисповедании этих людей, их представлениях. Да. Вот очень... его у меня нет, он разрушен. Очень большой урон, конечно, для науки. Это... Надеюсь, что действительно какие-то вот эти вот меры, которые собираются предпринять, что они возымеют эффект, скажем так. Еще бы к этим мерам дополнять на самом деле хорошую просветительскую работу. Нужно работать со школьниками в каждом селе, в каждой школе. Нам нужны так или иначе просветительские лекции, курсы, рассказы детей. Нам нужны курсы по краеведению в каждом селе, чтобы дети знали, ценили то, где они живут. Если как бы мы с детства начинаем взращивать людей, которые понимают и знают, они уже не пойдут потом это копать и разрушать. Поэтому вот связь науки, на самом деле, с просвещением должна быть здесь очень тесной. Спасибо вам большое. Обязательно, я надеюсь, увидимся в Абхазии и еще раз поговорим. Да. Благодарю вас за интервью. Всего доброго. Всего доброго. До свидания. Всего доброго. До свидания. О планах на этот год по раскопкам в селе Меркула Ачимчирского района, а также какие были результаты от прежних экспедиций, рассказала сотрудник отдела классической археологии Института археологии Российской академии наук, кандидат исторических наук Галина Требелева.